Тут очень красиво, высокие горы, вкусная еда. Первое впечатление было, что я приехала домой в Нальчик. Порции большие, а платим меньше, чем в Москве. Приехав сюда, мы поняли, что все стереотипы, которые у нас были в голове, они все неправда. То есть, видимо, они думали, что наш кыргызский на уровень куриш-кончо, саламат сызбы, рахмат. Кому я не скажу, что я учусь в лингвистическом вузе, и вот я учу киргизский, первая реакция – вау! А знаете ли вы, что кыргызскому языку обучают и в Москве? И речь идет не о частных курсах, а о преподавании кыргызского языка в стенах одного из ведущих вузов России. О том, как проходит этот процесс и каково россиянам учить кыргызский язык, мы поговорили со студентами Московского государственного лингвистического университета. Нам на первом курсе дали второй язык, это как раз был кыргызский. Это госзаказ от МИДа, получается. Каждый год определенная группа студентов изучает язык стран СНГ. Нам как раз попался кыргызский язык. Ну, вообще, когда мы только собирались ехать сюда, и когда нам только дали даже этот язык в университете, понятно, что с самого начала у всех нас, у всей нашей группы начало складываться впечатление, что вот, ну, мы не знаем эту страну, но были стереотипы, что тут не так хорошо, как у нас в России, что вот нас там не поймут, что тут, ну, в общем, что нам будет очень тяжело тут жить. Да, я первый раз вот с нашей группой приехал в Кыргызстан. Это для нас первый опыт такой. Все в новинку. Первое впечатление было, что я приехала домой в Нальчик, потому что города прям очень похожи. Зелень, люди такие все добрые, у нас тоже это. В Москве мы по полгода, да, я раз в полгода приезжаю домой, поэтому очень скучаю, и прям мне так хорошо было на душе, когда я приехала сюда, увидела вот эти вот поля по дороге, люди такие добродушные, когда едешь в маршрутках, все там друг другу уступают место, там парни девушкам, девушки там взрослым. Первое впечатление у меня, когда мы сюда прилетели, это совершенно другой ритм. То есть в Москве я привыкла, я всегда встаю, бегу куда-то, спешу, опаздываю. Здесь все очень медленно, люди никуда не спешат, очень размеренно. Все идут, наслаждаются природой, деревьями, там, смотрят на горы. Очень понравилось, что тепло. Мы как из Москвы приехали, мы были рады, что здесь можно ходить без курток, нет никакого снега, нам понравилось. Когда уже поехали в Бишкек, было такое ощущение, как будто, ну лично для меня, как будто мы до сих пор еще в России находимся, но в такой, ну как сказать, на юге. Да, похожая природа немного, но когда уже поехали подальше, поняли, что мы совсем не в России, потому что в Москве не видно таких гор. То есть горы сразу впечатлили. Мы каждое утро, когда ходим на учебу, у нас вид сразу на горы, и мы идем с приподнятым настроением на учебу. Но, в принципе, когда мы только приехали, сразу как нас встретили в аэропорту, и мы уже сели в автобус и поехали в сторону Бишкека, мы начали рассматривать поля, на которых пасутся лошади и другие вообще животные. Вот. И вообще всю природу Кыргызстана. Мне кажется, что мы все сразу почувствовали, что это именно то место, где ты можешь почувствовать природу. Особенно после поездки сюда мы совсем не жалеем, потому что нам очень понравилась страна. Тут очень красиво, высокие горы, вкусная еда, так что нам очень даже понравилось. Также, когда мы с аэропорта ехали, и на въезде в Бишкек он мне напомнил мой родной город. Я из Крыма, Симферополь. И Бишкек очень похож, вот, может, размерами, вот Симферополь примерно такой же, большим количеством парков, деревьев, там, аттракционов, возможно. В Москве, конечно, тоже все это есть, но, как говорят, Москва – это каменный город. Там нет столько зелени, столько какого-то колорита, возможно, столько разных добрых людей. И, наверное, это главное отличие вообще Бишкека от Москвы. Мы сразу знали, нам преподаватель наш сказал то, что тут много людей разговаривают на русском языке, особенно на севере страны. Были стереотипы в плане того, какая страна это или какой город, грязно ли тут, мы не знали, как будет. Но приехав сюда, мы поняли, что все стереотипы, которые у нас были в голове, они все неправда. Нам очень понравилось здесь.
То есть нам стало приятно на душе от того, что мы видим такую прекрасную природу и вообще людей. Поэтому, конечно, наши стереотипы об этой стране, они совершенно были неправильными. И когда мы начали уже тут жить, мы с каждым днем начали по-новому как-то смотреть на вещи. В Бишкеке, да мы весь Бишкек обошли уже, если честно. Ну, кроме микрорайонов, даже и там успели побывать кое-где. Обошли весь центр, побывали в музее Фрунзе, побывали на площади Алатов, на всей, в парке Панфилова. Из блюд, ну, мясо очень вкусно готовят в первую очередь, это однозначно. Потом налагман понравился, очень вкусный был. Что вот, девчонки очень часто брали манты покушать, прям каждый день наворачивали там по 10 штук. Тут вкусно, и вот то, как тут вообще преподносят еду, и то, сколько ее тут, вот это уже интересно, и мне это нравится, потому что в Москве тоже очень много еды, тоже очень много кафе везде, но там очень дорого, и не всегда такие порции большие, например. То есть ты заплатишь в 2 раза больше, но получишь меньше. А здесь порции просто огромные, поэтому для нас это было очень большим удивлением, и нам было очень от этого, как сказать, радостно на душе, что мы, тут порции большие, а платим меньше, чем в Москве. Когда началось только обучение, язык показался довольно смешным. То есть нам, для русского человека, нам было довольно необычно, и были такие слова, которые вызывали у нас смех немного, но потом привыкли. Вообще могу сказать то, что кыргызский язык изучать сложно. Для русского человека эти слова непривычны, особенно очень большое сочетание согласных букв. Это для нас очень сложно произносить это. Кыргызский прям это, когда дали его, я не знала еще, что он так сильно похож на наш язык. Прям, наверное, 70% очень похож. Особенно разговорный, когда разговариваешь. Я, например, даже если в маршрутке едешь, я понимаю все, что говорят. Потому что тюркские языки, где-то 30 с чем-то языков, они в какой-то степени больше-меньше похожи. А вот кыргызский прям очень похож на балкарский. У нас одна преподавательница по киргизскому, ее зовут Джинишкуль Саматовна. И, честно говоря, на самый первый урок по киргизскому мы бы шли с небольшим воодушевлением, но еще на первом занятии она позвала разных интересных людей. Она позвала актрису, которая играла в российском сериале «Кухня». Куда этого шефа нет, сразу беспредел начался. Прям как у нас в Киргизии, когда Бакиева скинули. Только у нас, наоборот, мясо пропало. И мы послушали эту речь, мы посмотрели на этих людей, на эти убранства. И, у нас появилось какое-то вдохновение изучать киргизский. И я думаю, это очень важно найти контакт с преподавателем, особенно когда дело идет о языках и о тех предметах, которые у тебя не раз в неделю, не 2 раза в неделю, а почти каждый день. И, к счастью, для нас Джинишкуль Саматовна это как вторая университетская мама. Но вот когда мы только, я помню, никогда я не забуду, когда только начали изучать, я спросил у нашего преподавателя самое длинное слово какое-нибудь, но она, самое длинное не нашла, но вот я запомнил «Танышка на маку, баныч таумун». Для нас это было тогда очень сложно произнести. В основном мы делаем упор на разговорную речь. У всех, конечно, разный уровень, но также мы пишем очень много эссе, у нас очень много творческих заданий, и я считаю, что это большой плюс. То есть, если они узнают, что ты изучаешь кыргызский язык в России, для них это становится просто, неожиданно. Никто, я думаю, вот тут не ожидал, что студенты вдруг приедут с кыргызским языком, да еще со знанием кыргызского языка, и будут что-то пытаться говорить. То есть мы уже пытались говорить на базарах, где-то вот в таких местах. Очень многие мои ровесники, они, те, которые занимаются языками, они в основном занимаются, классическими переводами, изучением слов. А мы же, в свою очередь, мы на парах постоянно составляем различные ситуации. Или мы пришли на рынок, надо поговорить на киргизском. Или мы попали в больницу, надо поговорить на киргизском. Нам постоянно задают писать различные эссе, выражать свои мысли. Вот у некоторых была реакция такая, что мы на кыргызском говорили, они нам отвечали на русском. То есть, видимо, они думали, что наш кыргызский на уровень «Куришканчо», «Саламат сызбы», «Рахмат». Поэтому они и говорили «до свидания» нам. А были люди, которые, допустим, у меня была ситуация, когда мы покупали овощи, фрукты, по-моему, и я спросила «Канча турат?»,
ну, сколько вот стоит яблоко или что-то, и мне ответили на кыргызском, и что-то она еще сказала на кыргызском, то есть вот тут завязался какой-то диалог. Поэтому все люди реагируют по-разному, но в любом случае, мне кажется, что тут все очень удивляются, и всем очень становится радостно на душе, что вообще мы есть, и что мы изучаем кыргызский язык. Все нам говорят, что ну, это, и мне самой кажется, что это очень важно для поддержания все-таки наших отношений, поэтому всем это нравится. Кому я не скажу, что я учусь в лингвистическом вузе, и вот я учу киргизский, первая реакция – вау! Ого! Ну, я считаю, что этим людей удивишь, потому что когда ты говоришь, я учу немецкий или французский, ни у кого не возникает такого прям эффекта, типа ого, а вот когда ты говоришь, что ты изучаешь языки каких-то стран СНГ, это в первую очередь, конечно, все говорят, что это большая перспектива для трудоустройства, ну и также, что это очень интересно и необычно. Наши занятия, вот сейчас я могу сказать, пригодились нам здесь, в Бишкеке, и все эти знания, которые мы получили с домашних заданий, с разговорной речи, которую нам преподавала Джинишкуль Саматовна, ну, это прям очень хорошая опора, ну, для жизни вообще в Кыргызстане. Помимо просто учебы в университете, изучения кыргызского языка, у нас также есть внеучебная деятельность очень большая. Я ездила в Ереван, и моя тема была связана с Чингизом Айтматовым и с его вкладом, который он вложил в связь народов. И моя тема была это перевод эпоса Манас на различные языки. Я изучал, на какие языки он был переведен, очень многому удивился, потому что он был переведен почти на все европейские языки, а также на многие даже, если не ошибаюсь, то даже был один из африканских языков. Менимче кыргыз тили абдан окшош бул карс тилине. Бирок кейде абдан ор жазуу үчүн Биздин тобубуз абдан интимактуу. Биз кыргыз тилин үйрөнүп жүрөбүз Москвада. Биз үчүн бул абдан оор, бирок абдан кызыктуу тил. Жана биз көп маалымат маданият жөнүндө, табият жөнүндө, саясат жөнүндө окуйбуз. Биз үчүн бул абдан кызыктуу сабактар кыргыз тили. Менин атым Иван, мен Москвада жашайм. Мен Москвада лингвистикалык, мамлекеттик лингвистикалык университетинде окуп жүрөм. Нам вот и на парах рассказывали про переселенцев, когда в Советском Союзе, да, переселяли. У меня здесь есть родственники, даже мой папа много рассказывает про них. И мои два дяди родились здесь, в Кызылкие. И это прям очень приятно, что они так приняли балкарцев и другие народы, которые переселялись, и прям как своих. Это очень приятно. Это очень здорово, когда молодежь с разных стран, они, ну, есть какие-то у них общие точки соприкосновения, есть поводы для встреч, поводы для обмена информацией. И я общаюсь с людьми, которые учат немецкий язык, учат английский язык, там, французский язык, и у них нет такого тесного контакта с этими странами, у них нет такого тесного общения со студентами, допустим, с европейских стран. А мы же в свое время, у нас есть очень насыщенная культурная жизнь, где мы общаемся и в Москве со всякими интересными людьми, которые посвящают там свою жизнь изучению Манаса, изучению кыргызской культуры. Мы общаемся с разными студентами. И в конце концов мы приехали в Кыргызстан, и мы изучаем эту культуру. Студенты отсюда хотят поехать в Москву, изучать культуру Москвы. Мне кажется, это такие маленькие шажочки к миру во всем мире, и кто, если не мы, будем этим заниматься.